Стало известно, что в рамках мер по сбору образцов ДНК и данных, начатых Коммунистической партией Китая в 2016 году под эгидой бесплатной народной медицины, в Аксуйской области Восточного Туркестана было обследовано 8 миллионов 252 тысячи 400 человек. Согласно статье, опубликованной в газете «Аксу» 30 апреля, бесплатное тестирование продолжается и активно пропагандируется местным управлением. Китайское правительство ввело обязательное обследование в 2016 году и создало информационный архив более чем 19 миллионов человек. После чего, по неофициальным данным, последовали аресты более чем 5 миллионов уйгуров, казахов, киргизов и узбеков. Эксперты сообщают, что есть признаки того, что у содержащихся в лагерях узников извлекали органы. По словам сотрудника комиссии по здравоохранению города Аксу, за последние 4 года Коммунистическая партия Китая потратила 680 миллионов юаней на бесплатное тестирование населения, в котором задействовано более 13 тысяч человек. Радио «Свободная Азия» подтвердило информацию о 2 уйгурах, которые заразились коронавирусом в Гуанчжоу. Об этом корреспонденту сообщил уйгур, проживающий в данной провинции. После событий, которые произошли в провинции Куньминь в 2014 году, Коммунистическая партия Китая выслала уйгуров, находящихся во внутренних провинциях, обратно в Восточный Туркестан. Однако, согласно последнему отчету Австралийского института политической стратегии, в последние годы китайские власти направили на заводы и фабрики внутренних провинций более 80 тысяч уйгуров. Правоохранительные органы Китая задержали китайца, который живьем похоронил свою мать-инвалида. Мужчину обвинили в преднамеренном убийстве. Полицейские доставили мать преступника в больницу. Женщина выжила, несмотря на то, что пробыла в яме около 3 дней. Инцидент произошел 2 мая в городе Чимбен, провинции Шаньси, на северо-западе Китая. Вечером того дня мужчина вышел из дома вместе со своей 79-летней матерью. На следующий день он вернулся домой один. Китаец признался, что похоронил свою мать на заброшенном кладбище, после чего полиция обнаружила женщину живой. Очевидцы рассказали, что когда полиция вырыла яму, они услышали крики о помощи. После того, как Всемирная организация здравоохранения объявила о готовности сотрудничать с другими странами для расследования источника коронавируса по приглашению Пекина, из Китая поступило новое заявление. Представитель Китая в ООН Чен Шу заявил, что в настоящее время они не рассматривают вопрос о приглашении международных исследователей. За проведение расследования выступает ряд стран во главе с США, Германией, Австралией и Англией. Министр обороны Израиля Нафтали Беннет одобрил строительство 7 тысяч домов в незаконном еврейском поселении на оккупированном западном берегу реки Иордан. По информации газеты «Иерусалим-Пост», новые дома возведут в поселении Ефрат на юге западного берега. Согласно международному праву, все еврейские поселения, расположенные на оккупированных территориях, считаются незаконными.